чего все началось? Наш проект появился в 2010 году в Сыктывкаре. Его придумали местные журналисты и правозащитники, которые решили создать площадку для разных мнений. И уже в то, казалось бы, вегетарианское время в государственных и частных медиа цензура пышно цвела. Свой блог у нас зарегистрировали политики, ученые, преподаватели, активисты, предприниматели и многие другие. Попадая на сайт, читатели видели квадрат с портретами наших блогеров. Именно ему мы и обязаны своим названием 7 на 7, потому что квадрат состоял из 7 строк по горизонтали и 7 столбцов по вертикали. Самые популярные авторы автоматически попадали на главную страницу. Ну и признаемся честно, 7 на 7 — это один из самых странных неймингов российской журналистики. Итак, в начале наш интернет-журнал был только блог-платформой. Мы собирали в одном месте голоса думающих и неравнодушных людей. В 2010-м блогеры были реальной силой. Я помню, как однажды мэр Сыктывкара пригласил блогеров на неформальный разговор за чашкой чая. Он хотел подружиться, потому что никак не мог понять, что делать с блогерами, которые критиковали его на страницах и нашего журнала в том числе при любой удобной возможности. Ну а чуть позже у нас на сайте появились и статьи вместе с новостями. А через 1,5 года двое журналистов из Рязани предложили открыть на сайте региональную страничку 7 на 7. Им понравилась и концепция совмещения новостей и блог-платформы, и отсутствие цензуры. Так появился первый филиал проекта в Рязанской области. Еще через пару лет такие странички открылись в Мурманской, Архангельской, Кировской областях, республиках Марий-Эл и Карелии и других регионов. Ситуация повторялась. Везде мы находили журналистов, которые хотели писать без страха и без цензуры. И за следующие 12 лет мы пополнили нашу виртуальную карту 7 на 7 и другими городами. До начала полномасштабного вторжения в Украину мы освещали жизнь в 31 регионе. В конце нулевых и начале десятых чиновники и политики в регионах стали привыкать к тому, что журналисты из пропагандистских медиа задают только согласованные вопросы и не поднимают неудобные темы. Красота. Это было время, когда губернаторы или разрушали независимые медиа, или брали их под свой контроль. Но с появлением 7 на 7 ситуация изменилась. Например, я очень любил работать репортером на заседаниях парламента и правительства Коми, потому что фактически только у меня была суперсила — возможность спросить действительно важный и неудобный вопрос. Порой это приводило к комическим ситуациям. Однажды прокурор Коми убегал от меня по разным кабинетам и лестницам между этажей. Но он все-таки был пойман в лифте, где нехотя стал отвечать. Чудесное время. Так вот, это было время, когда чиновники и политики все еще боялись независимых журналистов и прибегали к ухищрениям, чтобы не отвечать на вопросы. Мы много писали о коррупции, конфликте интересов и провальных решениях губернаторов. И несколько героев наших текстов ушли в отставку или вовсе отправились в тюрьму. Первым стал глава Коми Вячеслав Гайзер, а также несколько высоко поставленных чиновников. Они получили сроки за мошенничество. Через пару лет арестовали главу Марий-Эл Леонида Маркелова. В 2021 году под стражу взяли еще одного героя наших публикаций — губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. В нашей редакции даже появилась шутка: хотите избавиться от губернатора-коррупционера? Откройте в своем регионе филиал 7 на 7. Конечно, в этих арестах и последующих уголовных делах наша заслуга минимальна, но мы последовательно и подробно рассказывали о коррупционных схемах, которые потом ложились в основу обвинительных заключений. Ну а теперь несколько слов про нашу миссию. Это 3 слова: защищать, вдохновлять и просвещать. В конфликтах между человеком и государством мы всегда защищаем права и свободы отдельного человека. Единственное наше оружие — это публичность. Поэтому мы освещаем истории преследования гражданских активистов и делаем видимыми судебные процессы в регионах, чтобы репрессивная машина не могла незаметно перемалывать людей. Вот несколько примеров. Это и дело карельских историков Юрия Дмитриева и Сергея Калтырина, которые обнаружили место массовых расстрелов в урочище Сандармох. Это и кейс молодых анархистов из дела сети. Что надо делать такого,
чтобы тебя там не назвали потом террористом и не посадили на скамью подсудимых. Это и преследование журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой по надуманному обвинению. Это расплата за ее профессиональную деятельность. Мы рассказываем про конкретных людей и конкретные перемены в регионах, чтобы наши читатели вдохновились и поверили в собственные силы и солидарность гражданского общества. После наших публикаций герои материалов добиваются своей цели, сохраняют исторические памятники или важные городские объекты, получают профессиональную защиту и помощь от неравнодушных людей, собирают деньги на штрафы. Например, в 2024 году после нашей публикации удалось спасти от сноса сельскую библиотеку в Удмуртии. Читатели собрали на ее ремонт 180 тысяч рублей, но остальное выделило региональное правительство. Ну и, конечно, наша работа — это просвещать читателей. Мы рассказываем, какими инструментами каждый может защитить себя в противостоянии с государством, а также получить доступ к информации или решать локальные проблемы. Наш интернет-журнал много и часто штрафовали. Можно сказать, мы были на особом контроле у Роскомнадзора. Порой эти атаки воспринимались очень болезненно. Порой они казались нам нелепыми, но каждый раз в трудные минуты нас поддерживали читатели. Я хочу рассказать про 3 самых громких кейса. В 2016 году в Сыктывкар приехал блогер Илья Варламов. Наш корреспондент встретился с ним для интервью. Во время разговора он поинтересовался, знает ли Илья, как в народе называют памятник у мемориала «Вечный огонь». Что это за памятник? Это 3 женщины, которые держат еловые ветки над огнем в память о погибших мужчинах. Более 40 лет жители города называют этот памятник «Бабы жарят крокодила». Роскомнадзор, а потом и суд решили, что мы, назвав памятник народным именем, осквернили символ воинской славы и оштрафовал нас на 200 тысяч рублей. Мы с этим решением не согласились и оспорили его в Верховном суде, и вот там штраф отменили. В 2018 году суд оштрафовал наше издание и главного редактора на 840 тысяч рублей якобы за пропаганду наркотиков. А все из-за видеоинтервью Михаила Светова, выложенного на блог-платформе. В этом интервью Светов рассуждал о возможной легализации наркотиков. Мы попросили наших читателей помочь нам с оплатой. За такую любовь к свободе нас постоянно преследует Роскомнадзор. Последний их штраф 800 тысяч рублей лишает зарплат наших журналистов. Оформите удобный вам платеж по ссылке в описании к видео. Сохраните независимую журналистику в регионах. Деньги мы собрали за 26 часов. Для нас это было очень неожиданным и вдохновляющим итогом. Мы не думали, что закроем сбор так быстро. И очень благодарны всем, кто поддержал нас. А еще через год суд оштрафовал нас на 20 тысяч рублей за 3 поста в блогах на коми-языке. То есть издание, которое появилось в республике Коми, наказали за коми-язык. Формально он не был зарегистрирован в качестве языка распространяемых материалов. Бюрократия. Короче, и эту глупость мы тоже отбили в суде. Что я хочу сказать по итогам этих 3 кейсов? Вы всегда помогали нам, а мы всегда чувствовали вашу поддержку. Это дает нам силы продолжать в любой ситуации, ведь мы хотим ответить вам той же любовью и пользой. Гражданскому обществу никогда не было легко, но вместе мы способны пережить любое давление и штрафы. За годы нашей работы мы познакомились с большим числом активистов, правозащитников и просто неравнодушных людей из разных регионов. Мы быстро поняли, что многие проблемы у жителей городов похожи. Плохой транспорт, вырубка деревьев, опять-таки коррупция. При этом в одном месте проблему удавалось решать лучше, чем в других. И мы решили, что активисты должны рассказывать о своих победах и делиться опытом. Так появился Баркэмп. Баркэмп — это 2-дневный палаточный лагерь. Там как раз и выступали активисты. А еще там были дебаты, дискуссии, перформансы и концерты. Баркэмпы проходили в Сыктывкаре, Кирове, Петрозаводске, Ярославле и других городах. А еще мы проводили школы и тренинги. Для студентов-журналистов был медиабургер, конкурс и лекции по журналистике. А для женщин-медиаменеджерок — школа «Молоток», где они учились разбивать стеклянный потолок. Для общественников и сотрудников НКО была школа «Маркер».
На этих тренингах всегда было много участников, у них горели глаза, а потом они рассказывали, как применяли новые знания в работе. Там же они знакомились друг с другом, и вот так вот возникали горизонтальные связи. Для нас же это был сигнал о том, что в российских регионах были и есть люди, которые хотят менять жизнь вокруг себя с помощью общественных или медиапроектов. Если вам говорят обратное, это не так. В регионах огромный запрос на то, чтобы сделать их жизнь лучше, а мы поддерживаем таких людей своей работой в том числе. Истории федерального масштаба всегда привлекают много внимания. Мы ими возмущаемся, много обсуждаем или делаем мемы, чтобы не сойти с ума. Но настоящая история, которая влияет на жизнь россиян, творится в регионах. Регионы — это 127 миллионов человек. Регионы — это наше многообразие народов и культур. Регионы — это корни многих людей, которые сегодня живут в столицах или за рубежом. Строительство мусорных полигонов, ужасы мобилизации, закрытие больниц, школ или культурных центров — это то, что чиновникам удается провернуть втихую, только потому, что в регионах почти не осталось независимой журналистики. И мы своей работой стараемся заполнить этот пробел. Мы находим авторов и блогеров, которые живут в регионах. Они знают их изнутри, что там происходит, кто за все ответственен, а еще они хотят изменить ситуацию через огласку. Такие люди на местах — это наша главная ценность, которую изо всех сил нужно защищать от преследования властей. Потому что честность и публичность — это враг государства, и оно готово на все, чтобы это уничтожить. Мы стараемся соблюдать анонимность своих журналистов, представляем поддержку юриста и помощь адвокатов, чтобы журналисты могли продолжать свое непростое дело. И мы постоянно расширяем и укрепляем наши связи с региональными авторами, потому что без них наше дело и наше будущее сложно себе представить. Отчаяние, бессилие и неспособность действовать сообща — таким видит российское общество государственная машина. Любые гражданские активности после 24 февраля 2022 года должны были либо напрямую контролироваться государством, либо выражать лояльность его решениям и самому страшному и важному из них — неприкрытой агрессии в Украине. Но уже тогда, в феврале 2022 года, силовики и чиновники во главе с Владимиром Путиным просчитались. В стране началось антивоенное движение. Более 20 тысяч человек подверглись уголовным и административным наказаниям в первый год Большой войны. Гражданское общество в регионах не остановилось, продолжая бороться за политические права, безопасную окружающую среду и помогая тем, кто особенно нуждался в помощи. И мы писали об этом. Мы делали истории о невообразимых ранее коалициях на губернаторских выборах в Удмуртии, об учителях, которые не соглашались внедрять пропагандистские занятия в своих учебных заведениях, и о людях, бескорыстно помогающих тем, кто столкнулся с несправедливостью. Война и военная цензура доломали свободную журналистику внутри России. Любое слово против военной агрессии и решений Кремля могло стать поводом для блокировок сайтов и независимых медиа до уголовных дел. Но рассказывать об отдельных недостатках путинской системы и разрешенных государством гражданских активностях нам было мало. Редакция 7 на 7 переехала за пределы России, а авторы внутри страны стали анонимными. Откровенно говоря, было страшно, что люди в России потеряют интерес к тому, о чем мы писали всю нашу историю — правах человека и гражданской солидарности. Но мы ошиблись. В первый военный год наш контент прочитали и посмотрели 100 миллионов раз, в 5 раз больше, чем в предвоенном 21-м. Ну а в 23-м году еще на треть больше, 135 миллионов раз. И это несмотря на блокировки и запреты. Мы продолжаем работать. Мы пишем о людях, чье существование российское государство отрицает. Мы пишем о людях, которые не боятся сказать «нет» чиновникам. Мы пишем о людях, которые говорят «нет» войне. И мы знаем, как тяжело, страшно и одиноко в России тем, кто хочет чувствовать себя свободным и в мыслях, и в действиях. Поэтому мы публикуем данные независимых социологов и советы психологов, помогающие выжить
и не поехать кукухой в этой агрессивной среде. Мы продолжаем работать, потому что верим, что война закончится, и у России появится шанс стать той страной, которую не боятся ни ее соседи, ни ее собственные граждане. Мы верим, что рассвет уже на горизонте.